Зебра. Правильная детская обувь. Здравствуйте, в эфире выпуск новостей телекомпании «Новый век», в студии Чинчик Кашпукол. Коротко о главном. Опасное насекомое. В республике объявлена вакцинация от клещевого энцефалита. Тотальный диктант. Козылчане проверили свои знания, приняв участие во всероссийской акции. Кузница рабочих кадров. Тувинский политехнический техникум отметил 65-летие. А теперь об этих и других событиях более подробно. В Туве уже зарегистрировано 3 случая укуса клеща. К счастью, пока случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и боррелиозом не регистрировались. Уберечь от тяжелого заболевания сможет вакцина. Роспотребнадзору Тувы необходимо иммунизировать 95% населения. Но тут возникли проблемы. В частности, в доставке вакцины в республику. Пути решения искали в Министерстве здравоохранения на совместном заседании представители аптек, учреждений здравоохранения и Роспотребнадзора. И организовать, чтобы они долго не ходили по врачам. Да, вот сразу пришли, купили, их посмотрели, сделали. В этом году приобретено 22 тысячи доз вакцины для детей. Для ревакцинации необходимых доз нет. Для остального взрослого населения следует срочно обратиться в поликлинику по месту жительства. Цена вакцины варьируется от 700 до 900 рублей. Можно приобрести ее самому, при условии, если у вас есть термосумка. Прописаны новые требования по поводу именно перевозки товара. И вот в связи вот с этими требованиями, поэтому вот многие компании отказались. Мы должны в журнале, чтобы проинформировать, что покупателя, то есть дать информацию, как он должен хранить. Ради бога, мы будем информировать, журналы заведены-то, они как бы есть, эти все журналы, они все заведены, они все работают, только вакцины нету. Правила перевозки вакцины от клещевого энцефалита ужесточены. Так называемая холодная цепь должна сохраняться весь путь, вплоть до вакцинации человека. Храниться вакцина должна при температуре от 2 до 8 градусов. Сейчас стоит проблема, как установить порядок, оптимизировать население, приобрести вакцину и своевременно получить иммунизацию против клещевого энцефалита, говорит эпидемиолог Наталья Оржак. Мы призываем, к ответственности наших организаций, руководителей организаций, предприятий, сознательно относиться к этой проблеме и то есть совместно с Министерством здравоохранения отработать этот вопрос и добиться увеличения охвата населения прививками против клещевого энцефалита. Справка. В 2017 году планируется привить около 300 тысяч человек, из них около 140 тысяч детей. Сейчас привито около 2800 человек, из них в основном дети. Группа риска более 500 человек. Ревакцинации подлежит более 1000 человек. 13 административных территорий Тувы из 17 в группе риска заражения клещевым энцефалитом. С каждым годом риск растет. Напомним, клещевой вирусный энцефалит – это тяжелое заболевание. Последствия могут быть необратимы и приводят к инвалидности и смерти. Диана Баембусерис-Ховалы, телекомпания «Новый век». Вместе против террора Тува присоединилась к гражданской акции. Она прошла в минувшие выходные в Кызыле на площади Арата. Более 1500 человек собрались в знак солидарности с жителями Санкт-Петербурга, где 3 апреля в метро произошли взрывы. В результате погибли 14 человек, около 50 пострадали. Трагедия сплотила миллионы россиян по всей стране, которые в эти дни объединяются в борьбе с любыми проявлениями экстремизма и терроризма. Память погибших почтили в Кызыле минутой молчания. Запоминающимся финальным аккордом гражданской акции стало выступление молодежного крыла Ассамблеи народов Тувы. Они представили свой вариант исполнения песни известного российского проекта «Жить». Часть песни была исполнена на тувинском языке. В конце в память жертв террористических актов в небо были запущены белые воздушные шары. Промышленное производство Тувы в 2016 году росло темпами выше среднероссийских. Минэкономики республики представила региональному правительству уточненные итоги социально-экономического развития Тувы в минувшем году. Рост объемов промышленности был обеспечен, как и прогнозировалось ранее, предприятиями, добывающие отрасли главным образом угольными. В частности, каменного угля добыто на 28,5% больше по отношению к объемам предыдущего 2015 года. Как сообщила министр экономики республики Елена Каратаева, в
общей сложности угледобывающими предприятиями Тувы в 2016 году было добыто более 1 миллиона тонн каменного угля. На такие объемы республика вышла впервые благодаря наращиванию производства компании «Межигейуголь», которая приступила к шахтной разработке месторождения с 2014 года и за 2 года почти догнала ключевого угледобытчика Тувинскую горнорудную компанию. В целом добывающая отрасль Тувы также продемонстрировала более высокие, чем в среднем по России, темпы роста на уровне 110,4%. По России этот показатель 102,5%. И о курсах валют. Доллар стоит 56 рублей 92 копейки, а евро 60 рублей 57 копеек. «Сохрани жизнь, сбавь скорость». Акция с таким названием прошла сегодня в Кызыле. Акция всероссийская, и она направлена на безопасность дорожного движения. Инспекторы ГИБДД вместе с учащимися 8 классов призывали водителей соблюдать скоростной режим. «Спаси жизнь, сбавь скорость» – так назвали специальный урок, который провели инспекторы для учеников 5-й школы. Школьники на специальных стендах написали свои аргументы и пожелания взрослым, почему они не должны превышать скорость, и заверили, что расскажут об акции своим близким и призовут их следить девизу «Сохрани жизнь, сбавь скорость». Кроме того, символом нынешней акции стал солнечный зайчик по имени Тёма, который устами школьников призывает водителей соблюдать скоростной режим. Солнце не спешит, но не опаздывает, и всем дарит тепло. Госавтоинспекция Кызыла присоединилась к всероссийской семейной акции «Сохрани жизнь, сбавь скорость». Акция направлена на соблюдение скоростного режима и выбора разумной безопасной скорости водителями. Для акции было выбрано солнце, так как оно является главным символом жизни, тепла, любви и добра. Данная акция является продолжением Всероссийской детской эстафеты безопасности «Дорога. Символ жизни», где учащиеся 5-й школы приняли активное участие. Подростки, в свою очередь, уверены, что им удастся достучаться до взрослых. Мне нравятся эти акции, потому что они полезны для водителей, они дают положительные информации, чтобы водители были более внимательны, не повышали скорость на дорогах. Также дорожные полицейские в очередной раз рассказали детям, что ПДД нужно соблюдать каждому участнику дорожного движения. Тогда все будут возвращаться домой живыми и здоровыми. Подобные акции являются очередным напоминанием, что, управляя автомобилем, водителю следует снижать скорость и быть предельно внимательными, подъезжая к пешеходному переходу, не терять бдительность возле детских площадок и учреждений, парков и скверов, чтобы избежать трагедии. Анастасия Маслова, Чинчиса Буга и Расхвалык, телекомпания «Новый век». Далее реклама. Вернемся в эфир через пару минут. Устали от серой зимы? Мы раскрасим вашу жизнь яркими красками. Муниципальный жилищный фонд города Абакана объявляет акцию на готовые квартиры по адресам Крылова 85 и Жукова 89. Стоимость квадратного метра от 33 тысяч рублей. Купить квартиру реально. Главное, не упустите момент. Предложение ограничено. Пластиковые окна всем. 2,47,47. Город окон. Фабрика «Зонт» изготовит индивидуальную мебель от эскиза до установки из искусственного камня с фотопечатью на любом материале. Быстро и качественно. Горная 28 635 04. Для тех, кто всегда у руля. Для тех, кто ставит задачи и принимает решения. Для самых главных людей на земле. 15% годовых. Выдающийся кредит для выдающихся людей. Банк Восточный. Превосходный выбор композиции из цветов для любого повода, гелевые шары, цветы в коробках и другие товары для праздника вы найдете в студии цветов и подарков «Прованс». С 1 апреля началась весенняя призывная кампания по прохождению службы вооруженной силы Российской Федерации. Сегодня у нас в гостях временно исполняющий обязанности военного комиссара города Кызыла Анатолий Павлович Дураев. Здравствуйте. Добрый день. Первый вопрос. Сколько длится весенняя призывная кампания и кто подлежит призыву? Весенняя призывная кампания длится с 1 апреля по 15 июля. Подлежат призыву граждане в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете, а также не состоящие на воинском учете, но обязаны состоять на воинском учете. Когда планируется первая отправка солдат? Первая отправка граждан призывного возраста с города Кызыла планируется отправка со сборного пункта 19 апреля. Сколько всего призывников планируете отправить из города Кызыла?
С города Кызыла мы планируем отправить более 160 человек. Уйдут в этот весенний призыв у нас из города. Если сравнить с прошлым годом? Если сравнить с прошлым годом, то это маленько побольше. Анатолий Павлович, кто имеет право на отсрочку и какие условия? Право на отсрочку у нас имеют граждане, обучающиеся в средних и высших учебных заведениях, а также учащиеся средних образовательных школ и успешно сдавших ЕГЭ, они получат отсрочку до 1 октября текущего года. Этого года. Этого года. А граждане средних и высших учебных заведений до окончания учебных заведений. Сколько длится служба в армии? В настоящее время служба в армии длится 1 год у нас, согласно действующего законодательства. Изменений пока никаких нету. Кто относится к отдельной категории призывников? Есть такая вообще категория? К отдельной категории призывников у нас как-то таковых нету. Все призывники для нас одинаковые. А вот те, которые на сельхозугодиях работают? Ну это в основном относится к призывникам, проживающих в сельской местности. Это для учителей сельских школ и лица, занятые на, ну как сказать, на зерноуборочных работах. Сколько им дается отсрочка? Им отсрочка дается, они призываются весной с 20 мая и осенью они, по-моему, призываются с 20 октября в армию. В 2017 году какие-то нововведения есть? В 2017 году у нас введены такие нововведения, приняты указом президента. Это о предоставлении отсрочки учащимся средних учебных заведений до окончания учебного заведения. Как и кем определяется, куда пойдет служить призывник? Определяется это призывной комиссией, решением призывной комиссии, большинством голосов при голосовании, а также при этом учитывается это образование призывника, здоровье призывника, семейное положение, ну и желание призывника служить в тех или иных родах войск. Вот, следующий вопрос. Куда чаще всего хотят Чаще всего попасть наши призывники хотят попасть, это, ну, как у нас принято говорить, хотя такого нету в элитные войска, это ВДВ, пограничные войска, хотя сейчас призывники туда не призываются, в пограничные войска. Хочу сразу пояснить, что пограничные войска комплектуются только военнослужащими по контракту. Военно-морской флот у нас охотно ребята идут служить. Ну и спецподразделения. А вот регионы какие-то определенные есть, куда они хотят служить? Регионы, я вам скажу. Может быть, южные куда-нибудь? Очень много ребят хотят служить в Москве, в Московской области. Ну, также в войсках ВДВ, это у нас дислоцируются они на Кавказе, это в Рязанской области и в Ростовской области. Ребята с удовольствием идут служить туда. Как вы считаете, в этой весенней призывной кампании много ли будет уклонистов и какая ответственность им грозит? Ну, я считаю, уклонистов у нас в этой призывной кампании много не будет, я так считаю, потому что, судя по работе призывной комиссии первых дней, это у нас 1-3 уже призывная комиссия идет, ну, ребята с охотой идут. Я считаю, что уклонистов много не будет. У нас уклонистов получается много, ну, немного, как говорится, есть у нас уклонисты, это по недоразумению такие ребята. Это как? Это я как уже упоминал там, например, ребята, не сменившие адрес места жительства в связи с переселением у нас граждан города Кызыла из ветхого жилья в новое. Ребята просто, ну, забывают сообщить в военкомат об изменении адреса места жительства, и поэтому, ну, долго длятся разыскные мероприятия, можно так сказать. И ребята, получается, ждут повестку, а не по своей причине они остались непризванные в армии. А вот как же все-таки из выхода? Ну, выходим из положения, это привлекаемы и органы МВД для розыска. Также у нас свои люди ездят на оповещение, на розыске. Также привлекаем ребят, знакомых, через школы уточняем. Все равно кто-то знает о месте нахождения этого человека, ну, место жительства. Так что вот выходим. А от таких уклонистов я считаю, что вот сейчас год службы, ну, их немного
уклонистов. Но вот все-таки, если вот злостный уклонист, какая ответственность? Ну, злостный уклонист, ответственность какая? Ну, во-первых, передаем материалы в органы прокуратуры. Собираем все материалы, передаем в органы прокуратуры. Или там административное наказание, или уголовное дело заводится. А так, согласно действующего законодательства, у нас наказуемо это действие до 2 лет лишения свободы. Ну, до этого пока у нас ребята не доходили. Я считаю, таких злостных у нас нету уклонистов. Существует ли у нас допризывная подготовка молодежи к службе? Допризывная подготовка у нас существует. Это прежде всего в Ростов-до-Сав. Мы готовим водителей для службы в вооруженных силах. Дальше по школам у нас, это как у нас ОБЖ проводится. Потом движение сейчас у нас организовано в школах города Кызыл. Это юноармейцы. Тоже проходят они там подготовку и строевую, и уставы изучают, и вот и до все. Так что вот это у нас считается допризывная подготовка. Молодежи очень она влияет на подготовку вообще к службе в армии. Вот на водителя, если, например, молодой человек хочет выучиться, да, и потом служить в армии, что он должен сделать? Куда подойти? С какими документами? Он должен подойти. Сколько лет ему должно быть? В возрасте призывник должен подойти в городской военный комиссариат, в кабинет номер 4 обратиться, при себе иметь паспорт, удостоверение первоначальной постановки на воинский учет. И обратиться он должен, ну, не позднее, я считаю, за полгода до призыва его в армию. И сколько обучения продлится? Обучение длится 3 месяца. Обучение бесплатное, за счет государства. Так что очень сейчас выгодно. Если стоит за свой счет обучаться до 30 тысяч, по-моему, люди сейчас оплачивают. А здесь полностью бесплатно за счет военного комиссариата. Но человек должен после этого обязательно служить в рядах вооруженных сил. Скажите, пожалуйста, те призывники, которые уже состоят в браке и имеют детей, семьи могут рассчитывать на какие-то льготы, может быть? Или как это правильно называется? Да, согласно действующему законодательству, лица, призванные в ряды вооруженных сил, имеющих жену и ребенка, во время прохождения им службы жена его получает пособие в размере 13 300 рублей. Ежемесячно? Ежемесячно получает пособие на ребенка за весь период прохождения его службы. При рождении ребенка, если гражданин в это время проходит военную службу и у него рождается ребенок, жена получает пособие в размере 36 660 рублей и далее получает вот это пособие в размере 13 тысяч рублей на ребенка. Я считаю, что это хорошее пособие. Сколько детей должно быть у призывника, чтобы его не взяли в армию? Отсрочка предоставляется по семейному положению ребятам, имеющих 2 и более детей. До 27 лет предоставляется отсрочка с ежегодным подтверждением документальных данных о его семейном положении. Пользуясь случаем, я хочу обратиться к призывникам и их родителям. Просьба, ребята, такие. Лица, не получившие повестки по каким-либо причинам, просьба прийти в военкомат городской, улица Рабочая, 9, кабинет номер 20. Так как многие из вас, мы знаем, сменили адрес места жительства. В связи с переселением у нас в Кызыле из ветхого жилья в новое жилье, многие ребята просто забывают сообщить новый адрес места жительства, и поэтому мы не можем своевременно оповестить ребят о явке на призывную комиссию. У меня просьба будет большая. Ребята, самим подойти в военкомат, в кабинет номер 20 для получения повестки. Анатолий Павлович, спасибо, что пришли. А я напомню, что сегодня у нас в гостях был временно исполняющий обязанности военного комиссара города Кызыла Анатолий Павлович Дураев. И говорили мы о начале весенней призывной кампании. Тотальный диктант. Впервые в Кызыле прошла всероссийская акция. Площадкой для нее стал Тувинский государственный университет. Акция родилась в Новосибирске в начале 2000-х. За это время тотальный диктант превратился в масштабное международное событие. В прошлом году акция прошла в 732 городах, охватив 69 стран. Специально для тотального диктанта пишутся уникальные тексты, которые не публиковались в интернете до момента проведения диктанта. В этом году в Кызыле проверить свои знания решили 147 человек. Самому младшему участнику 12 лет, а самому старшему 63 года. Сейчас преподаватели русского языка и литературы проверяют работы. Результаты написания тотального диктанта пока неизвестны.
Тувинский политехнический техникум отметил 65-летие со дня основания. 27 марта 1952 года Советом министров СССР было издано распоряжение об организации в Кызыле школы механизации сельского хозяйства. Училище начало свою деятельность с 4 тракторами, 3 комбайнами, 3 грузовыми машинами, мастерскими и лабораториями. Название учреждения менялось несколько раз. 4 года назад профессиональное училище стало называться Тувинский политехнический техникум. За время существования образовательного учреждения из его стен вышли тысячи выпускников. Многие пришли на праздник, чтобы поздравить техникум с днем рождения. Была на празднике наша съемочная группа. На торжество пригласили главу региона. В фойе ДНТ Шалбана Караола ожидал сюрприз от студентов учреждения и отряда армейцев Хартыга. Для гостей подготовили насыщенную программу. Примечательно то, что номера готовил весь коллектив техникума. Глава региона поделился своими воспоминаниями из юности. Его одноклассники словно в ссылку отправлялись учиться еще тогда в СПТУ. Сегодня все изменилось. Способных выпускников ждут в производствах. Среди обучающихся техникума участники губернаторского проекта «В каждой семье не менее одного ребенка с высшим образованием». Учеба в техникуме для многих из них станет ступенью к переходу в вуз. Туве сегодня как никогда нужны технические специалисты. Надежда возлагается на вас, обратился к педагогическому составу Шалбан Караол. Отрадно то, что за период своего существования техникум выпустил более 30 тысяч специалистов по 19 специальностям. Это повара, швеи, трактористы, мастера шиномонтажной мастерской, электромонтеры и многие другие не менее важные профессии. Пожалуйста, Сагынов Кызылович только что хвалился и сказал мне, это я здесь его закончил. Сагынов Кызылович. Подарком от правительства Тувы стал сертификат на сумму 3 200 000 рублей. Глава Тувы вручил его техникуму на создание автослесарной мастерской. В честь 65-летия юбилея техникума состоялась церемония вручения государственных наград. Лучшие сотрудники отмечены благодарностью и почетной грамотой, а звание «Заслуженный работник образования Республики Тыва» Шалбан Караол вручил заместителю директора Тувинского политехнического института Александру Буланкину. Я стараюсь привить эту цель каждому работнику техникума, чтобы наши ребята, которые выходили с нашего техникума, были уверены в своей жизни, уверены в том, что они всегда найдут применение своим знаниям, которые они получили. Как отметил Александр Буланкин, сейчас в техникуме объединяют опыт работы ветеранов учреждения и инновационные технологии молодых специалистов. Такой сплоченный симбиоз дает ощутимый результат. Техникум не отстает от времени. В 2014 году он вошел в национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России». Диана Баембус, Игорь Стародумов, телекомпания «Новый век». Далее наша постоянная рубрика «Новости короткой строкой». В этом году традиционные конные скачки в городе Чадане организуют и проводят администрации города Кызыла и Пихемского района. В мэрии столицы прошло совещание, где обсудили план мероприятий и распределили обязанности по разным ведомствам, вплоть до организации уличной торговли. День соревнований наметили на 29 апреля в местечке Борабулак Дзунхемского района. Средняя стоимость бензина в Сибирском федеральном округе составляет 35 рублей 74 копейки за литр. Это меньше, чем в остальных регионах России. Лидером по дешевизне топлива оказался Красноярск, а дороже всего оно обходится иркутянам, сообщает Росстат. Также в тройку лидеров вошли Горно-Алтайск и Абакан, где стоимость литра топлива отличается на 2-3 копейки. Самые высокие цены на топливо в Сибири специалисты отметили в Иркутске, где литр бензина обходится автомобилистам в 37 рублей 67 копеек, а также в Чите и Улан-Удэ. В Туве стартовал второй этап конкурса «Поликлиника» начинается с регистратуры. Во втором муниципальном этапе конкурса примут участие все центральные районные больницы, а также противотуберкулезные и кожно-венерологические диспансеры, а также санатории, профилактории «Серебрянка». В подведении итогов конкурса определяющая роль будет отведена пациентам учреждений конкурсантов, которые согласятся заполнить специально подготовленную анкету. 15 апреля в Доме культуры села Целинное Кызылского района состоится мероприятие, посвященное 115-летию Кужугета Арапаевича Серена, комиссара Тувинской народно-революционной армии и первого мэра города Кызыла. В мероприятии предусмотрена передвижная выставка филиала политических репрессий Национального музея Тувы, встреча с родственниками Кужугета Серена, чтение докладов о его деятельности и праздничный концерт.
8 апреля тотальный диктант написали в 866 городах на 6 континентах. Тотальный диктант – ежегодная образовательная акция, которая проходит для всех желающих в целях популяризации грамотности. Добавим, что для того, чтобы получить отлично, разрешалось допустить одну пунктуационную ошибку. Для оценки «хорошо» 2 орфографических и 2 пунктуационных. И о погоде. Завтра в Кызыле ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью столбик термометра будет колебаться между отметками -3 – 0 градусов, а днем +9, +16. Ветер от 2 до 3 метров в секунду, атмосферное давление 716 миллиметров ртутного столба. По сообщению Гисметео, в предстоящие сутки. В Туране погода пасмурная, без осадков. Температура воздуха утром -2 градуса, днем +2, +7. В Родане пасмурная, без осадков. Температура воздуха утром -2 градуса, днем +1, +7. На Полке погода пасмурная, временами снег, ветра нет. Температура воздуха утром -1 градус, днем -1, -6. В Танзыбее пасмурная, временами дождь. Температура воздуха утром +2 градуса, днем 0, +5. По всей трассе проводятся дорожные работы и проезд удовлетворительный. На этом наш выпуск завершен. Смотрите его также на нашем YouTube-канале «Тувинская единая служба информации». Всего доброго.